Во время визита в ИНТО Ростислав Гольштейн встретился с активистами и лидерами общественного мнения Приполярья. Интинцы смогли рассказать временно исполняющему обязанности главы Республики Коми обо всем, что их беспокоит в городе, и задать руководителю региона интересующие вопросы. В Инте катастрофически не хватает врачей. Центральная районная больница укомплектована персоналом лишь на 60%. Медики вынуждены работать практически без выходных, нагрузка огромная. Большинство специалистов пенсионного возраста. О кадровой проблеме одной из главных в здравоохранении доложила временно исполняющему обязанности главы Республики Коми Ольга Соловьева, председатель первичной профсоюзной организации Центральной районной больницы. Врачи работают больше, чем на полторы ставки. Износ моральный и физический достаточный. Поэтому есть моменты некоторого недопонимания между нами и людьми. Но, в принципе, все хотят быть здоровыми и все хотят получить помощь здесь и сейчас. Вот у нас... Нет. У нас... Если недопонимание между врачами и людьми, значит, устали. Конечно. Иногда бывает грубый. Да, момент усталости. В чем наша проблема? Проблема в том, что мы находимся далеко. А вы уверены, что вот ваши коллеги хотят того же самого? Ну, сейчас у них сколько там, 1,75, да, ставки? Да, они достаточно хорошо зарабатывают. Да, ну, хорошие заработные платы сейчас укомплектуем полностью, да? Вот, да, средняя заработная плата и должна по нормативу, быть. да, пойдет, да, и не могут они на самом деле 1,75 работать, да, сейчас могут работать 1,05. Да, правда? К 30 году план Вы в электронной информационной системе присутствуете? Да. Присутствуете, да? Ну, значит, уже, наверное, вопросы начинают задавать. Да? Почему так, а не иначе? Проблема с медицинским персоналом не только в Инте, да, и не только там, в Воркуте, хотя в Воркуте уже нет проблем. Молодой главврач ждет просто из-под себя. Просто молодчинка. У него даже уже поехали по дистанции сирийцы работать. Реально. Главное, чтобы прижились там на севере. Приживаются. Молодые зав. Отделениями, глаза горят, делают ремонт, двигаются, да, в тех бюджетах, которые есть. Вот. Знаете, проблемы здравоохранения, они всегда яркие, потому что человек приходит со своей бедой, болезнью, ему не так страшно, да, еще когда уставший врач что-нибудь не то скажет, да, там понимает, вот, и совсем тяжело становится. Да. Наверное, у каждого из вас, здесь сидящих, есть знакомый доктор. Понимаете, у кого есть знакомый доктор, к которому постоянно обращаетесь? Да? Есть такое. А обращаетесь от чего? Что он хороший доктор? Да? Хороший доктор. А у вас медицинское образование? Вот, у тех, кто поднял руки. Ну, то есть, вот, вы понимаете, да, вот хорошо лечит у вас или плохо? Нет. Да? Может, вы оцениваете отношение к себе? Вот, поверил пациент, да, врачу или нет? Он хорошо отнесся к тебе или плохо? Это сегодня очень важный момент. Да? Опять же, человекоцентричность, да, чтобы нужно полюбить человека, нужно полюбить своего пациента. Второе – это та обстановка, в которой работают. Да? Все-таки палаты должны быть отремонтированы, стоять новые койки, хорошее белье и достаточный набор оборудования для осуществления тех манипуляций, которые есть, которые нужно осуществлять. Вот, если кто-то мне скажет, что в Инте нужно делать там, сверхсложные операции какие-то, я первый буду скажу, не надо просто. Знаете, для любого врача, для любого ординатора очень важен, опять, извините за грубость, да, но так называется поток. Да? Когда у него много пациентов по одному и тому же профилю, он нарабатывает практику, да, опыт появляется, да, и делает. В Инте что нужно сделать? В Инте нужно все равно привлекать кадры, потому что средний возраст наших врачей это 60+. То есть если они в один момент нам скажут,
мы будем отдыхать, у нас будет дефицит кадров еще больше. На сегодняшний день здравоохранение вообще привлекает за счет... А средняя заработная плата какая? Ну так, на руки. На руки? Вот, например, ангиолог. Сколько получает? Рентгенолог? Ангиолог. Нет, у нас таких нет. 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 А что Ангиохирургов у нас нету, у нас есть... Реаниматолог. Реаниматолог в среднем, работая на 2 ставки, А откуда он может 2 ставки работать? А? вот оттуда дефицит кадров. Не, ну как? По 20 часов в сутки? 24 часа. Сутки через сутки. Они живут на работе практически. И А молодые. сколько тут может? примерно 120. Да не может. Не может. Молодые доктора, у которых нет категории, Не так, может так быть. и зарабатывают. Сколько реаниматологов? Реаниматологов на сегодняшний день 7. 7? Да. И по 120 тысяч? Я хотел бы посмотреть все-таки квиток. На ставку может быть 120? У меня нет, у меня нет доступа к их квиточкам. А программу госгарантии выполняете? Да. То есть 100%, да, загружаете? Да. А койка тоже работает на 100%? Да. Да. И У нас 9 реанимационных коек, они все практически загружены. То есть может Нет, я в целом по больнице. По больнице госгарантия за 2024 год у нас выполнена на 92%. Ну, За счет, я скажу, за счет чего мы недовыполняем план. Ну, слушайте, неплохо, но при этом, извините, У нас пожалуйста. подушевой норматив. Подушевка. Да, мы не Ну, тогда тем более. Проблема. В чем? Проблема в том, что прикрепленное население, за которое мы получаем денежные средства, часть его не проживает у нас. То есть те объемы по ПГГ, которые нам закладываются по прикрепленному населению, мы не можем этому населению, части населения оказать, потому что их нет в городе физически. Теперь понятно. Это касается диспансеризации и профосмотров. Это основная такая профилактическая работа, за которую мы можем зарабатывать деньги и оказать помощь реальную людям. Ну вот это у нас в этом у нас... Дмитрий Федорович, с Ириной Александровной, давайте соберемся по таким больничкам. Еще раз пройдемся. Вот это даже у подошвиков это такая проблема. Я к чему? Что мы привлекаем врачей. У нас есть даже программа по привлечению сюда к нам врачей. Земский доктор, да? Земский доктор, да, но они здесь получают 1 миллион. Они получают 1 миллион, потому что мы город до 50 тысяч населения. Слушайте, не знаю, вот по моему опыту земский доктор не работал, потому что у нас было 2 миллиона, да, вот на предыдущей работе доплатили земский доктор, а соседи платили от 5 до 7. Дмитрий Федорович, напомни, Дим, ушел? Дим, напомни, пожалуйста, Вася Орлов сколько за земского доктора давал? 5, да? От 5 до 7 миллионов. Да, и Приморье также давало. Они от 7 до 9. Да, от 7 до 9 миллионов. Не поехали. Я точно знаю, если что касается кадров, не выучим своих, да, вот здесь интинцы, да, чтобы они вернулись домой, да, и лечили, да, своих знакомых, друзей, родителей, да, там, бабушек, дедушек, ничего не будет. Мы всегда в конкуренции за покупкой кадров будем проигрывать. Мы будем проигрывать более, так скажем, богатым субъектам. Ну, Москва чуть побогаче, да, не чуть, а значительно, да, Санкт-Петербург. Мы даже проигрываем да, республике Коми. Но, поэтому давайте смотреть механизм, да, как это правильно делать, вот, как составлять. Опять же, были бы ответы, рецепты, да. Знаю проблему, знаю, как ее решить, да, ура, адаптируем контент. Не бывает, давайте вместе сядем, подумаем, что сделать. Ну, как правильно сделать? Наш опыт говорит о том, что мы опрашиваем людей, студентов, которые получают от нас направление, которые уезжают, получают в очень хороших вузах образование, они делают все, чтобы не вернуться обратно. Даже контрактники, за которых мы платим, они потом идут на то, чтобы откупиться. Да. Ну, вот знаете, хочу привести случаев. хороший пример в городе Воркута. Та же самая история, поехали учиться, да, и никто не вернулся. Да, и городных инженеров нет, да, и работников, и все прочее. Отремонтировали детские сады. Сделали уже с детского сада профориентированный. Игрушки, связанные с добычей угля, транспортеры, роботы и
все прочее. Не знаю, да, наверное, до курортного периода, да, пока ребенок не вошел работать над тем, да, что, знаете, чтобы остался здесь, это бессмысленно, потому что пока курорта нет, да, они и так, вот где моя мама, да, где мой папа. Это потом начинают переосмысливать, да, и включается история, когда Марк Твен сказал только, когда мне исполнилось 40, я вдруг увидел, что мой старик значительно поумнел. Да? Так это, по-моему, звучало. Вот. Но история создания специальных классов, наверное, точно нужна. Да? Вот. Значит, не просто имеется, да, нужно смотреть тех звездочек в больницах, да, которые являются авторитетом, уже еще не уставшие, да, вот, глаза горят, но чуть чаще должны общаться, да, чуть чаще должны общаться родители и глава района, да, и все остальные. Ну, как-то, знаете, делать это модно и очень сильно привлекательно. Да? Опять же, это уже все было, да, мы это проходили. Какие рецепты здесь работают? Ну, я пока не знаю. Давайте вместе поищем. Давайте. Реконструкторы 28-й Невельской дивизии рассказали Ростиславу Гольштейну о деятельности своего военно-исторического клуба и обратились с просьбой о выделении денежных средств на покупку макетов оружия и военной формы. На базе ДСАФа у нас существует и работает экспозиция. Экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне. Собрано очень много интересных экспонатов, которых я даже уверена, что вы не видели. Наши жители могут их мало того, что потрогать, померить. А Невельская дивизия откуда пришла? Она комплектовалась в Котласе. Очень много, примерно 60-70%. Невельская. Под Невелем отличилась. Она поэтому получила, да, 88-й стрелковый полк. Это не адмирал Невельской. Мы, хотелось бы сказать, что мы в Коми такого формата единственный клуб. Единственный, правда. Есть подобные. Подобных много. Молодец, да, завышено очень планка. Как бы наши братья-реконструкторы все знают, что в Индии очень завышена планка. Единственное, что хочется подняться на нужный уровень. Но не хватает сейчас средств. 80-летие, да, цены очень поднялись. Могу озвучить, конечно, да. Вот на данный момент на мне форма 35-45 тысяч. Это только галифе и гимнастерка, не считая сапог, все остальное. Вот это только форма, потому что форма оригинальная. Бутик нет. Чтобы купить макет винтовки Мосина, карабин Мосина стоит 150 тысяч. Знаменитый ППШ также стоит дешевле. Наган стоит примерно около 100 тысяч уже. Поэтому хочется подняться на нужный уровень. Понравилась нашим интимцам наша экспозиция. У нас проходит каждый раз. Денег? Денег. Около миллионов. Благое дело, нужно помогать в таких вещах. Потому что тот, кто кого память отказала, да, они становятся вот такими неофашистами, да, как сейчас боремся на Украине. Я та самая молодежь, которая здесь родилась, выросла, уехала, отучилась и вернулась обратно. Так молодец. И никуда уезжать не хочу, потому что это лучшее место на земле. Но от всей той молодежи, которая хочет сюда вернуться, еще и хочу подметить, что очень часто действительно слышу, что здесь нечего делать. Мне это некогда делать даже. И от всей той молодежи, которая хочет вернуться, не хватает, да, и с каждым вопросом и с каждой проблемой я полностью согласна. И дороги, и медицинское обслуживание, не хватает медперсонала в больнице, не хватает того.
И, конечно, Дворцу культуры тоже чего-то не хватает. Мы очень хотим развиваться, мы являемся центром культуры в нашем городе. Дворец культуры проводит и свои мероприятия, и встречает гастрольные, это и театры, и концерты, и приезжие звезды, и народные артисты. Тоже у нас масса мероприятий на различном уровне, и открытых городских конкурсов, и тому подобное. И нам все приезжие люди, очень много местных, задают вопрос по поводу светодиодного экрана, который есть у всех дворцов культуры, в домах культуры, в других городах, регионах. У нас такого светодиодного экрана нет. Когда приезжают приезжие артисты, у них сейчас все сделано на компьютере. И они хотят видеть красивую картинку, а не то, что видят у нас что-то блеклое с проектора, показывающее в большом зале. Временно исполняющий обязанности главы Республики Коми поручил специалистам проработать вопрос приобретения светодиодного экрана для Дворца культуры и техники Инты. Если не в этом, то в следующем году.